Добрый день, уважаемые жители Ильичевского района. Сегодня мы проводим брифинг. В связи с внесением изменений указ президента Российской Федерации Владимира Путина о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, от 7 апреля 2020 года номер 249 в части предоставления выплаты. Хочу вас поподробнее ознакомить с изменениями, которые вступили с сегодняшнего дня. Ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет имеют право все российские семьи, воспитывающие ребенка до 3 лет, независимо от того, есть у семьи право на материнский капитал или нет. Период действия меры выплаты назначается с апреля по июнь 2020 года. Можно обратиться с выплатой до 1 октября 2020 года через портал госуслуг или МФЦ. Информация по телефону горячей линии отделения Пенсионного фонда в Республике Башкортостан номер 8 347 229 71 36. Вторая выплата в размере 10 000 рублей имеет право семьи с детьми от 3 до 16 лет, независимо от уровня доходов. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. Период действия разовая выплата с 1 октября 2020 года. Можно обратиться до 1 октября 2020 года через портал госуслуги или многофункциональные центры. Информация по телефону горячей линии отделения Пенсионного фонда Республики Башкортостан номер 8 347 229 71 36. Третья выплата. Пособие на ребенка до 1,5 лет. 7764 тысячи рублей 27 копеек в месяц с учетом уральского коэффициента. Имеет право получить неработающим родителям, осуществляющим уход за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет и получающим пособие на ребенка в минимальном размере. Ранее было 3375 077 рублей в месяц. Период действия с 1 июня 2020 года. Действует без обращения. Перерасчет будет произведен автоматически, без предоставления дополнительных документов. Информация можно получить по телефонам 8 800 77 514, 8 347 282 46 81, 282 07 19, 282 40 35. Четвертая выплата. Пособие на несовершеннолетнего ребенка семьям, где один или оба родителя лишились работы после 1 марта 2020 года. Имеет право получить семьи с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя лишились работы после 1 марта 2020 года. Выплата предоставляется одному из родителей в размере 3000 рублей на каждого ребенка в месяц. Период действия меры апрель-июнь 2020 года. Можно подать заявление через общероссийский портал «Работа в России». Горячая линия 8 347 218 07 07. Пятая выплата. Выплата на детей от 3 до 7 лет включительно в размере 4894 50 копеек в месяц. Доход на одного члена семьи ниже 9804 рубля прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Период действия с 1 января 2020 года. Куда можно подать заявление? Заявление подача начнется с 21 мая через портал госуслуг. Предоставление справок и дополнительных сведений не требуется. Дополнительная информация можно получить по телефонам 8 800 77 514, 8 347 282 46 81, 282 07 19 и 282 40 35.
вот эти все дополнительные меры социальной поддержки, которые вступили в связи с изменением указа номер 249. А сейчас хочу предоставить слово начальнику управления Пенсионного фонда Илишевского района Республики Башкортостан Нурбаганову Владимиру Тимирбалиховичу. Уважаемые илишевцы, молодые мамы, папа, Рамина в своем вступлении все виды выплаты говорил, я напоминать не буду. Я на что внимание обращаю? Самое главное, вы обратите внимание правильное заполнение документации. Есть форма заявления. Какие документы вы должны представить в пенсионный фонд? Во-первых, страховой лицевой счет, СНИЛС, паспорт, потом далее телефон свой, электронный адрес электронной почты, далее реквизиты кредитной организации, наименование учреждения банка, банковский код, реквизиты получателя, фамилия, счет кредитной организации, который вы заявляете. Попрошу вас очень внимательно заполнять документы, потому что сейчас в данное время все документы оформляем по материнскому капиталу, по 5000, очень много повторов, возвратов заявлений. Поэтому очень внимательно заполняйте. Наши клиентские услуги у вас будут принимать с 9 утра до 6 вечера по предварительной записи. Еще внимание обращайте. Вы, пожалуйста, пользуйтесь электронной сервисом. Нам обращайтесь через сайт Пенсионного фонда, через портал государственных услуг, чтобы не ходить, время провести. Вы, конечно, свои 5-10 тысяч рублей получите. Этот процесс будет продолжаться до 1 октября. Еще раз напоминаю, про это уже говорили. Поэтому будьте спокойны, аккуратно и обращайтесь. Наши телефоны Пенсионного фонда 5 19 51 5 35 47. Пожалуйста, будьте здоровы, обращайтесь. Уважаемые илишевцы, а сейчас хочу предоставить слово заведующему отделением МФЦ села Верхнеаркеева Латыпову Лариту Лазифовичу. Уважаемые заявители, предыдущие выступающие подробно объяснили порядок получения услуги, поэтому я вам доведу режим работы нашего отделения РГО МФЦ. С завтрашнего дня, то есть 13 мая, МФЦ начинает работать по старому режиму работы. То есть по понедельникам мы будем работать с 9 часов до 8 часов вечера. По вторникам, среда, четверг, пятница с 9 часов до 7 часов вечера. В субботу с 9 часов до часа дня. Обслуживание заявителей осуществляется исключительно по предварительной записи, строго в масках и перчатках. Записаться можно единым телефоном номер 7 347 246 55 33, сотовый телефон 7 927 33 33 100, а также через личного кабинета на официальном сайте РГО МФЦ, через онлайн-консультант официального сайта РГО МФЦ, через портал Госуслуг Республики Башкортостан, через мобильные приложения «Мои документы». О начале предоставления данной услуги информация будет размещена на официальном сайте МФЦ Республики Башкортостан. Уважаемые илишевцы, на этом наш брифинг подошел к концу. Хочу сказать, что режим повышенной готовности остается. Режим самоизоляции полностью не отменен. Ношение масок и в общественных местах обязательно. Поэтому мы хотим вам сказать, что вы потихоньку можете обращаться через социальные сети, порталы. Прошу ажиотаж не создавать и берегите себя.